Так, друзья, достал камеру Калипсо, и вы не поверите, я видел своими глазами хорюска. Сейчас включаем запись. Он был один, но он был вдалеке. Я уже просто оббурил опять два участка уже. Думаю, дай-ка гляну в камеру. И одного навидел, но был и сплыл. Выключаем. Блин, куда он делся-то? Ладно, увидим, покажем. Так, друзья, нашел живность. Включаем. Включили камеру. Вот она. Это живность, это гальянчики речные. Вот такая вот мелочевка. Стайка гальянчиков плавает. И ни одной другой рыбы рядом. Ни окуня, ни щуки, ни хариуса. Вот они спокойно здесь балдеют в ямочке. Тиховод. Вон их здесь огромное количество. Это гальян речной. Кормовая база нашей всей печорской рыбы. Вот сколько ее здесь. Огромное количество. Подошли к камере. Хариус тоже гальяна кушает, но, как мы видим, хариузов здесь не видать. Так что здесь делать нам тоже нечего. Пошли дальше. Выключаем. Так, друзья, в общем, идем, бурим, пробуем, идем, бурим, пробуем. Утром я говорил, что не видно свежих волчьих следов. Вот они. Вот они. Дошел до свежих. Видать, они шли по реке. Вот они, свежие волчьи следы. Вот они шли. Видать, услышали меня. Вон. Вот они. Остановился вот раз. Волк. Второй волк. Вон, второй волк. Третий. И четвертый. Они с тропы ушли сюда, чтобы за поворотом посмотреть меня. Они то ли меня увидели, то ли услышали. Вон. И просто прыжками вот. Они здесь спокойно прошли, видать, меня услышали. И обратно вот, видим, да? Разворачиваются. И как по команде, вот, свежайший след. Поскакали. Вон, раз. Там два. Вон, вижу, второй. Раз. Два. Три. 4, 5. 5 или 6 волков. Целая стая. А я иду с одной пешней и с одним ледобуром. Ствол у меня в корыте. Вот они шли оттуда сверху. Вон. Здесь он тоже, мы видим, что волк прошел сюда.
Вот они докуда первые дошли. Вот здесь он уже, получается, поскакал. Вот. До сюда один дошел. И один дошел вот до сюда. Он до сюда дошел. Вон, там мое корыто. Увидели меня и дали дёру. Рванули. 5 или 6 волков. Пять или 6 волков. Так, ну что, в принципе, если у них есть голова, они, если они не сильно голодны, напасть не должны. Вот, это старые следы, как мы видим. Все, дальше не пошли. Они сверху шли. Из-за поворота увидели меня. Там вот я на ямке пробовал. И драпанули. Так что они ходят рядом. Если здесь, если были у меня капканы, если бы была приваза какая-нибудь, если бы я их привез, если бы я их поставил, то, возможно, я бы, конечно, и добыл бы волка. Волчару. Вот они развелись. Ходят, торопят. Ну, здесь что у них на реке? Одна пища. Или бобр, или выдра. Вон. Тут вот видим промоина. Тут перекатик тоже. Это бобры или выдры, я не знаю. Вот и также и волки подходят. Видать, караулят. Бац, ням-ням и готово. Так что далеко от корыта отходить не надо. Будем будем аккуратнее. Все. Время уже обед, потому что я хочу кушать. Сейчас дойдем до одного места запланированного, где была золотая лунка. Ссылочку на ролик кину. Года 3-4 назад. Это, правда, уже ближе к весне было. Просто изумительный клев был с одной лунки. Я, Санек был, еще один Санек, 2 Санька. Отлично порыбачили. Сейчас дойдем до того места и что-нибудь да перекусим. Потому что телефон не взял, часов тоже не взял. Ну, так, по солнцу, которого нет, думаю, часика 2, наверное, уже. Осталось рыбачить буквально час-полтора, не больше. Как-то вот так. Пока 0. Так, ну вот добрались до того плеса, до золотой лунки. И сейчас мы посмотрим, будет у нас золотая лунка или серебряная, или бронзовая, или какая, или никакая. Сейчас надо здесь пробурить, поставить 2-3 удочки хотя бы. И потом же сесть покушать. Пока тишина. Клюет. Была поклевка. Но еле-еле-еле. Скорее всего, это Васек. Ого-го-го-го. Блин. Выдернул с рта. Вот. Хе-хе-хе. Опа, опять с рта выдернул. Но не крупный. Шмакодявка. О. Блин, не успел. Оп. Василий Иванович. Иди гуляй, Василий Иванович.
Ну, а что-нибудь серьезное сегодня будет, нет? Хоть запах понюхать, аромат. Аромат харюза. Все. Да. Что-то с каждым годом все хуже, хуже и хуже. Да не только на лесных речках, на Печоре тоже харюза стало меньше, намного, чем было раньше. Видать, язь вышибает его, как саранча. Выбивает всю молодь, и харюз потихонечку исчезает. Печально. Так, ладно, пошли буриться. Так хоть до ночи сиди. Один шпингалет был, и все. И все. Ну, обурили мы этот плес. Тишина. В общем, ну его нафиг. Скорее всего, я думаю, здесь рыбы нет. Мелочевка же, где есть, нет-нет, да поклевывает. Сколько там? 2 васька или 3, я не помню, уже я выпустил. Не хотят. Рыбалка рыбалкой. Обед по расписанию. Вернее, уже я уже думал было подождать немножко. Да и совместить везде уже и обед, и ужин. Но все равно не ловится. В принципе, то, что планировал, что я сегодня сделал? Я планировал дойти, ну вот еще осталось до поворота лунок, ну пусть 20 еще я пробурю сегодня. И все. И хватит на сегодня. И на сегодня пока у нас пусто. Но сегодня хоть мы уже рыбу понюхали. Рыбу видели сегодня. Вчера мы видели только поклевку, сегодня уже рыбку видели. Завтра. Классный термос, кстати. Целый день на холоде. Ну, правда, не так-то и холодно. 6-7 градусов это не морозы. Но он утром положил горячую кашку с мясом. Как будто только с печки. Но уже не обжигает. А раньше помню, пока пилой ты где-то найдешь сушину, пока ты ее пильнешь, пока эту свечку напилишь, подогреешь чайник, заваришь вермишель быстрого, бич-пакет, пожаришь сало, в итоге час-полтора, а то и 2 теряешь время. А так, открыл термосок, перекусил горяченьким, попил горячего чаю с другого термоса. И все. Вкусно, тепло, быстро. Зимний день короткий. Ну, хоть и 2 февраля сегодня. Это еще не апрель.
Так, сегодня 2-е, 4-я годовщина у отца. Завтра, в общем, наверное, друзья, будем выезжать. С утра выйдем на речку, порыбачим. И до темноты надо будет. Ну или по темноте. Пофиг. С ружьем не страшно. Без ствола было бы жутковато. Вон, все исхожено свежими. Около... Целая стая здесь, в общем. Около 6 штук, наверное, как минимум. Они уже не первый год здесь живут. Но никто их не ловит, и они здесь расплодились. Так. Ладно. Поклевок нет. Сейчас я вам что-то покажу. Не знаю, помните, не помните, прошлый год здесь пильнули вот это дерево. Я думал почему-то, что по большой воде это все унесет. Но не тут-то, оказывается, было. Вон. Эту часть немножко унесло. А это, как видать, сучками воткнулось в дно. Так и прилипло. Это сейчас надежда то, что со льдом, может быть, унесет как-то, сучки переломает. Не знаю. Почему-то вот не унесло. И вот начало как бы собирать другие деревья. Если на следующий год не унесет, пильнем там дальше, чтобы завала здесь не было. А нам надо вон до того поворота еще дойти. И на сегодня точно хватит. Скоро будем проверим эти луночки еще здесь на этом плесе. И на сегодня хватит. Пока не весело. Ну вот, этот поворот, докуда я планировал сегодня дойти. Вот такой вот поворот река делает. Раньше на этом повороте рыба ловилась. Лет 10-15 назад очень хорошо ловилась. Здесь была ямка, сейчас ее замыло. Хорюс ловился крупный, хороший. Вот именно до сюда я доходил с верхней избы. Вот здесь начинало темнеть, вот такие же сумерки были. Включал навигатор и шел обратно 8 километров. Вот отсюда до верхней избы 8 километров получается. И как обычно у меня как минимум за день пол черного пакетика. Это, грубо говоря, килограмм 7-8 хариса у меня было за день. Сейчас ни одного. Рыбы не стало. Я не знаю почему. Никто не ловил, никто не ходил, не обловлено. Вот осталось еще 4 лунки проверить и будем. Давайте проверим вместе уже. Кто-то опять будет говорить. Диванные критики, ладно. Не будем даже тащить сиденье. Вот раз, два, три, 4 лунки. И на сегодня все. Завтра будет завтра. Посмотрим. Просто тупо идти сюда тоже неохота. Если лунки сильно не замерзнут, будем проверять их. Мелко, что ли, я не понял. Да, скорее всего. Тут мелко. Ну давай хоть одного. Нет, тут вообще замыло. Тут такая хорошая ямка была. И до ямки здесь ловилась, и после там за поворота.
Сейчас тишина, вообще рыбы не стало. Но все равно по привычке тянет сюда. Вот уже второй, третий год. Ну как плохо? Прошлый год нет-нет, да. Попадались с Иваном Григорьевичем. До этого с Саньком. Ищешь, находишь. Ловили же. Без улова не приезжали. Мелко, совсем мелко стало. Не хотят. Что там у нас глубина-то? Ну, где-то сантиметров 20-30 максимум подо льдом. Здесь я уже ледобуром достал. О, еще мельче. Ладно. Нет, таки нет. Выдвигаемся обратно в сторону избы. К избе придем, наверное, уже затемно. Чисто ради спортивного интереса посчитаю количество пробуренных лунок. Я скажу, не меньше 100, это точно. Может, чуть больше. Ну все, нет, таки нет. Не увидели мы сегодня нормального хариуса. Вон откуда они пришли. А нет, это зайчий след, наверное. Они просто подходили туда. Вот вчера. Вчера увидели первую поклевку. Сегодня увидели первую рыбку. Самое интересное останется на завтра. Будем думать. Всегда надо надеяться на хорошее и искать. Кто ищет, тот всегда найдет. А на сегодня все. Встречаемся в избе. Ну, теперь можно и поужинать. Поставил греться ужин, затопил печь, думаю, пока греется на сковородке, прилег, думаю, отдохну немножко, пока каша с тушенкой погреется. И усну. Тут же лег, тут же вырубился, потому что, ну, пешком ходить это не на буксировщике кататься, не на урагане. Устал. И что-то меня сморило сразу же уснул. Просыпаюсь, ну, кашка моя наполовину усохлась. Чуть-чуть даже поджарилась. Ну, ничего страшного. Вовремя проснулся. Так бы сгорело все. Вот. Время у нас 5:55. Без 5:06. Сегодня ужинать садимся чуть раньше. Значит, ляжем чуть раньше. Значит, встанем чуть раньше. Я так думаю. О! Сильно кушать не хочу. Хотел сегодня, думаю, подогрею утку. Один я не съем. Там 2 утки у меня. Даже одну я не съем один. Гости ко мне не приехали. Все-таки уехали они в другое место, в другую избу. Так что сегодня ужинаем в одиночестве. Ну, в смысле с вами. Завтра на речку. И завтра будем выходить домой. Только вот не знаю, или пешком выходить на лыжах, или на свой страх и риск поехать на урагане. Но там есть риск раздолбать полностью каток, если магазин еще и выходные дни, так что ничего не получится. Если раздолбаю я каток, то уже все. Он будет ремонта. Да, в принципе, я его так раздолбал. Наверное, поеду. Пешком 13 километров я еще не ходил. Как-нибудь потихоньку по накатанной тропинке доеду до машины, съезжу домой и возьмем запчасти, возьмем подшипник
и приедем сюда обратно ремонтироваться. Так, ну это планы максимум, планы минимум. Нам сегодня надо поужинать. О. Рыбацкого взял с запасом. Если такими темпами, то можно месяц, честное слово, месяц отдыхать. Всегда беру с запасом, потому что бывают гости. Что-то я совсем мало. Вам давайте больше немножко, вот так вот. Мне можно чуть поменьше. Не ради пьянки, как Иван Григорьевич говорит, а здоровья для. Печально, конечно, что нет пока еще улова. Ничего страшного. Харюскова мы сегодня поймали 3 штуки, в руках подержали, отпустили. Аромат харюзовый понюхали. Так что, надеюсь, все-таки хоть что-нибудь до завтра мы поймаем. Так что выпьем за завтрашний улов. Сейчас кто-то мне по-любому напишет. Это потому что в лунку не плесканули рыбацкого. Не знаю. Завтра специально возьмем и плесканем. А вдруг так. Приятного аппетита. Крепка наша оборона. Только почему-то многие этого не понимают. Это понимают, просто уже вынужденно. Может быть, и не хотят уже, а должны. Спонсорам своим, кому они продались душой и телом. Лучше вовремя остановиться. А то сейчас наговорю. Дома стараюсь телевизор вообще не включать, чтобы не портить себе нервы. В избушке сидишь, новостей не слышишь, ничего не видишь, ничего не знаешь. И как-то нервы спокойно. А дома включаешь телевизор, обычно я его включаю только во время приема пищи. Утром, вечером. Ну и днем иногда. И вот эти полчаса это успеваешь много чего услышать. Еще одна маленькая чашечка. Чайковский с печенюшками. И будем ложиться спать, потому что утро вечера мудренее. Да, все-таки лет 15 назад дури было больше. Когда по темноте выходил на лыжах, с первыми лучами в сумерках уже начинал рыбачить. Уже первые поклевки были. И я уже от избы был где-то километр-полтора, наверное, успевал пройти. Я по темноте выходил с фонариком. Это еще надо было не только вот идти, как сейчас вот идем по реке, а в 2-3 местах, наверное, надо было подниматься в лес. Где-то на лыжах, где-то по пояс в снегу. Ну, спуск, подъем-то точно это пешком. Потому что были открыты перекаты и срезал по лесу. И вот как бы частично облавливал уже участки.
И на следующий день, чтобы успеть дальше пройти, я просто проходил эту территорию, что обловленную уже по темноте. Целый день ловил и возвращался опять же по темноте. И как-то, уставал, конечно, хватало вот на день-два. Обычно я ходил на 3 ночевки, 3 ночи. Первый день это день заезда, второй день рыбалка, третий день рыбалка, и на третий день рыбалка с выездом. Вот так вот у меня как-то получалось. И я скажу вам, получалось довольно-таки продуктивно. Снегоходов тогда у народа было немного еще, у меня не было тоже. В 11-12 купил этот мини-снегоход Ёж. Думал, он пойдет по лыжне наивно. Купил. 68 тысяч он на тот момент стоил с хондовским двигателем. Бешеные деньги по тем временам. Зарплата, наверное, была тогда где-то у меня 1015, наверное, так вот. Это охрененно дорогой буксировочек на то время был. И в то же время беспонтовый. Он ехал только по плотной буранке, по льду, естественно. Покатался, конечно, по Печоре. С Ромкой, Рома еще мелкий был. Вдвоем даже было, катались по плотной буранке, выезжали до этой речки, по речке катались по плотной. Но с ураганом, конечно, не сравнится. Вот, ходил я пешком, ходил я на лыжах, уставал, но как-то усталость была как-то не так. С утра я уже опять был бодренький, а сейчас что-то уже все. Мои года, мое богатство. Ладно, пока бурят мои руки, пока ходят мои ноги, будем ходить на рыбалку, пока можем. Ну а как уже не будем мочь, я не знаю. Не хочется об этом думать. Но когда-то это время придет, наверное, все-таки. Постараемся быть активными как можно дольше. Ничего не буду загадывать, но если все получится, возможно, приедем с Иваном Григорьевичем. Хотя навряд ли, потому что это в том случае, если на снегоходе поеду. Не, 15 километров для Ивана Григорьевича идти это далеко и тяжело. В общем, если найду напарника со снегоходом, то приедем сюда на другом снегоходе. И уже здесь отремонтируем. Ой, ладно, не будем ничего думать, а то уже что-то дурные мысли в голову лезут. Как получится, так получится. Пока ничего не получается. Радует одно, что как-никак мы уже на реке, и как-никак мы все-таки уже пытаемся поймать рыбу, рыбачим. И ходим по реке. Я боялся еще, что очень много воды будет. Местами проваливался, но верхняя корочка держит. Если был бы на урагане, то без проблем, я так думаю, можно было бы обловить все уловистые места. А так до них топать и топать. Что мы завтра будем делать? Все. На сегодня все. Всем спасибо за внимание. Интересного, конечно, мало. Ну, что теперь? Что есть, то есть. То и показываем. Из пальцев высасывать, как говорится, не будем. Все по факту. Бурвой. До завтра.
Будет день, будет пища. Будет день, будет рыбалка. Увидимся.